Орден Красной Звезды, Орден Красного Знамени, Орден Ленина, медаль за победу над Германией, медаль за победу над Японией. Это далеко не все медали, обладателем которых стал Иван Ефремович Спорыш. На войне трижды горел в танке, спасал своих товарищей по оружию и еще горящим звал в атаку. Иван Ефремович очень дорожил своими наградами, но особенная для него была одна, самая первая – Орден Красной Звезды. Когда началась атака, как рассказывал мне мой отец, танк подожгли. Командирский танк подожгли, и атака замерзла, остановилась. Механик-водитель его вытащил горящего из танка и полез за другими в машину, чтобы достать остальных, кто остался в живых. Но дедушка увидел, что атака захлебывается, все остановились. И, как вот говорил он, еще горящий поднял всех в атаку и получил очередь от японского пулеметчика по ногам. И упал, естественно, раненый. Потом долго лечился. Одна нога короче другой стала у него на 3 сантиметра после этого боя. То за это и получил он первую свою награду – Орден Красной Звезды. А чтобы память о подвигах героя не канула в лету, чтобы память о нем всегда жила, Александр Спорыш, правнук Ивана Ефремовича, написал небольшую книжку о своем прадеде. Собирал я информацию не 1 год, не спеша, как говорится, по крупицам. Что-то там, где-то фотографию взял, где-то какой-то документ, где-то письмо. Собирал по чуть-чуть книжку. После войны Иван Ефремович вернулся в Осетию и некоторое время проработал в военной части. Он был настоящим коммунистом, никогда не жаловался на жизнь, много работал, стараясь поставить на ноги всю свою семью. Долгое время они жили довольно бедно. Есть те, кому живется гораздо хуже, отрезал Иван Ефремович, и вопрос о качестве жизни в семье более не всплывал. Своего героя родные помнят и благодарны ему за все. Я лично, я и моя, наверное, семья очень благодарен, то, что я, во-первых, вырос в этой республике. Моя семья чтит традиции, живет по ним, по традиции Осетии. И я даже написал, и можно точно сказать, что моя фамилия и корни нашего рода были пущены моим прадедом именно здесь, на светлой земле Осетии. И спасибо прадеду, что он связал свою жизнь с осетинской землей, ведь эта земля стала для нас, для нашей семьи и фамилии, более родной и незаменимой. Наверное, вырастешь здесь, в Осетии, я к этому постепенно и пришел. То, что я уважаю своих старших, свои традиции, обычаи. И мне хочется, чтобы на примере моего прадеда его потомки и грядущие потомки тоже росли, чтили, уважали, знали, понимали. Это, наверное, основная цель написанной книги, чтобы помнили. Это, наверное, самое минимальное, что мы можем сделать. С каждым годом все сильнее в памяти у людей стирается та кровопролитная война. Все реже мы вспоминаем о героях этой бойни, как о живых, так и о погибших. А ведь очень важно помнить и чтить, потому что мы обязаны им жизнью, свободой, которую нам подарили ценой своей жизни наши бабушки и дедушки. Фатима Дзываева, Олег Рамонов, Осетия ТВ.